Сергей Гапликов поблагодарил жителей республики за поддержку и личное участие в развитии региона. Считаю, что вместе мы добились успехов в экономике, здравоохранении, образовании, культуре, благоустройстве и реализации общественных инициатив. Сообщение об этом после вчерашнего доклада об итогах проделанной работы за прошлый год и планах на ближайшую перспективу глава оставил на своей странице в Инстаграм. Еще очень много задач предстоит решить, но вместе с вами, шаг за шагом, мы обязательно это сделаем. Конец цитаты. Текстовую версию программного документа каждый может найти на официальном портале rkomi.ru. Видеоверсия доступна и в YouTube. Сегодня общественники, депутаты и представители органов на местах продолжают анализировать сказанное. Многие задачи предстоит решать вместе. Особенности новых реалий руководитель региона подчеркивал в ходе выступления неоднократно. Учитывая новые реалии, которые были обозначены в послании президентом страны, 2018 год потребует от нас дополнительно напряженных усилий по поиску баланса между необходимостью сокращать уровень государственного долга и созданием реальных стимулов для роста экономики. Уже в этом году мы ожидаем, к сожалению, но куда деваться, увеличение дефицита бюджета на 1,3 миллиарда рублей. Считаю это оправданным, так как расходы пойдут на повышение зарплат, обеспечение населения лекарственными средствами и пятый этап переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Это потребует 1,4 миллиарда рублей. Частично средства у нас выделяются фондом реформирования ЖКХ. Сегодня руководителям муниципальных образований необходимо провести скрупулезную работу по формированию бюджетов городов и районов, прежде всего, как бюджетов развития. Правительство обязано взять эту работу на контроль и, конечно же, оказать всестороннюю помощь. Обратим внимание на значение командной работы с муниципалитетами. Глава подчеркнул роль каждой территории в деле развития региона. Причем чаще всего речь шла именно о решении на местах острых и застарелых проблем. 2017 год был очень трудным для Инты. Самое главное, что заработала наша шахта, что была запущена 843-я лава. И, конечно, для этого было сделано очень много. В августе был День шахтеров, и приезжал глава республики Коми и сказал всем интинцам о том, что не бросили Интауголь 2 года назад и не бросим и сейчас. И, конечно, вся республика переживала за наш город, и лейтмотивом вот эта фраза стала: к окончанию года мы получили 1 201 000 000 поддержку из федерального центра. И, конечно, работа Интаугля и благополучие города, оно было на контроле не только Гапликова Сергея Анатольевича, но и, конечно же, Путина Владимира Владимировича. Потому что для нас самое важное было, чтобы наш уголь вышел на гора. Речь в докладе шла о строительстве оптиковолоконной линии по направлению поселок Усогорск, село Большая Пысса. Это действительно долгожданный проект, мы его ждали порядка 5 лет, и он в этом году уже начал реализовываться. Первый этап строительства Чернутьево, Большая Пысса, порядка 80 километров, уже работы ведутся, и работы ведет строительная компания ПМК-307, сыктывкарская компания. Второй участок строительства – это Чернутьево, поселок Усогорск. Он будет проходить через станцию Костань, деревню Разгород, деревню Селеб и выходить на Чернутьево. Проект очень сложный и будет выполняться методом горизонтального направленного прокола в 2 местах, переходить речку Мизень. Поэтому люди, конечно, с надеждой ждут. В селе Пысса будет установлено несколько точек Wi-Fi и будет подключен интернет к медицинскому учреждению. Это большой подарок от строителей. Особой похвалы удостоилась Воркута, занявшая в прошлом году 3-е место во всероссийском конкурсе проектов по благоустройству. Напомним, в Заполярье привели в порядок 10 домов, покрасили фасады и открыли музей под открытым небом, разместив на домах картины известных художников из Третьяковской галереи. В этом году мы собираемся продолжить, деньги тоже нам выделены, а также блоком. Мы не распылялись по разным частям города, а берем именно за кварталами и идем, делаем это. Плюс также мы в прошлом году, нам были единственные выделены деньги на городской парк, это первый этап. В этом году мы продолжим его обустраивать для более комфортного
проживания наших граждан. Сельские территории смогут рассчитывать на ремонт объектов культуры, в частности, муниципальных музеев. Глава анонсировал запуск профильной программы в этом году. В прошлом году наконец-то удалось начать решение нашей проблемы номер один, которую мы называли уже долгие годы проблемой действительно номер один. Двумя этапами мы идем. Строительство водохранилища, это более 240 миллионов рублей, срок окончания этот год. И водоочистной модуль, мембранная установка. Это тоже порядка 60 миллионов окончания этого года. Но вообще приятно было сейчас частенько услышать о нашем районе, о наших населенных пунктах. Это значит, наш район активно участвует в жизни и экономике республики. Необходимо сегодня модернизировать систему здравоохранения. Скажу даже больше, не просто модернизировать, а сохранять и поддерживать сельские медицинские учреждения. Это строительство новых ФАПов, их ремонт, привлечение на село высококвалифицированных специалистов. Все зависит от этого, чтобы был фундамент и люди в село пойдут. Очень отрадно, что в этом году у нас в Прилукском районе в Читаево и Ваймасе откроют свои двери 2 современных медицинских учреждения. Прокомментировал слова главы о чемпионате мира по хоккею с мячом, который республика примет в 2021 году, и главный тренер Сыктывкарского клуба «Строитель» Павел Франц выразил надежду, что отныне этот вид спорта получит дополнительный импульс для развития. Принять в Сыктывкаре чемпионат мира в 2021 году – это огромный лимит доверия Республики Коми. И, безусловно, он станет одним из главных событий ближайших 3 лет, так как в Сыктывкар приедут команды из разных стран мира, болельщики, туристы. У нас будет возможность увидеть самых ярких мировых игроков и насладиться их игрой и поучиться у них мастерства. Я считаю, что это будет толчок также для детской школы, что у нас появятся наконец-то свои местные воспитанники. Если мы говорим о нынешних воспитанниках, то, наверное, все-таки у нас было упущение. Мы немножко не по правильному пути шли. Я думаю, что это было принято правильное решение, что организовать детскую юношескую спортивную школу. И мы надеемся, что после этого будет у нас через года 3-4 уже местные воспитанники будут у нас играть в первой команде. Кстати, в области дополнительного образования наша республика уже опережает соседей. Одним из первых в России у нас создан региональный центр по выявлению и поддержке одаренных детей в области искусства, спорта и науки. А еще открыт первый технопарк «Кванториум», площадка с высокотехнологичным оборудованием для обучения детей. Подобные должны появиться еще в нескольких городах. В этом году регион собирается участвовать в конкурсе проектов «Мобильный детский технопарк». Если выиграем, автобус, оборудованный техникой для проведения научных опытов и экспериментов, сможет курсировать по районам, заезжая даже в самые отдаленные населенные пункты. Это будет очно-заочная школа. То есть дети будут учиться, в нашем основном технопарке, на дистанционных программах, сельские дети сельской местности. И, например, раз в 3 месяца наш детский технопарк переезжает в тот или иной район для очной организации этой работы. Стоимость такого волшебного фургона варьируется от 10 до 14 миллионов рублей.